Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне, и я хочу приготовить выпечку к чаю. Ну, такой легкий рецептик такой, быстро очень делается. Вот, и хочу вот сегодня это и сделать. Значит, беру я кефир, взяла 120 миллилитров, масло растительное 50 миллилитров, песок сахарный, столовая ложка, разрыхлитель чайная ложка, яйцо одно. Ну и можно цедру лимонную, но я взяла лимонную кислоту, немножко вот лимонную кислоту добавлю. Сережа за кадром молчит. Нет, кто думает, что от моей болтовни, это самое, слава богу, сегодня болтун не болтает, но я хоть поздороваюсь с вами, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Маша делает вкусняшку к чаю. Я поснимаю. Добавляем яйцо в кефир сюда же и сахар. Все это размешиваю. Тесто очень простое. У всех, наверное, кефир есть. И все, что здесь, у всех это дома есть. Это быстро можно приготовить что-нибудь да к чаю. Так, значит, положили. Потом кладем муку. Мука у меня здесь 350 граммов. Сюда тоже добавляю разрыхлитель. Сергею очень хотелось печенье, что-нибудь такое вкусненькое на чай. Вот и решила приготовить. Да? Конечно, Сергею хочется. Вон сидит товарищ, ему печенушки не нужны, ему мясо подавай. Рыбу, мясо, колбасу. Сиска любит. Кошки-то, конечно, мясо любят. Забыла масло растительное. Масло растительное забыла вылить. И лимонную кислоту. Ну, я немножечко. И дальше размешиваю это тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. Тесто разминаем. Так, немножко еще добавлю муку. То есть больше уже получается 300 грамм, да? Да, потому что к рукам все равно еще липнет. Не должно липнуть. Немножко еще добавила. Ну вот тесто такое. К рукам не прилипает. Сделаем сейчас сначала жгут такой, и потом будем на части. Будем делить на части. Сначала это сделаем жгут. Ну вот такой жгут получился. Так, включаю духовку на 180 градусов. Так, на 180 градусов. Заранее включаем. И
делю на кусочки. Ну, у меня здесь 18 штук получилось. Так, отодвигаю в сторонку. И будем формировать так, скатываю шарик. И потом скалкой раскатываем так. Ну, примерно так на 2-3 миллиметра. Потом сюда посыпаем сахарным песком. И будем делать такие жгут. Потом делаем вот так, скручиваем в улитку. А здесь потом так зажимы делаем. Ну, вот так примерно. И также сахаром посыпаем. И все так и делаем. И сворачиваем вот так в улиточку. Здесь так зажимаем. Вот такие улиточки получаются. У меня будет это. Ну и все, тесто потом так вот все сейчас делаем полностью. Не, у меня спецзаказ будет. Две штуки. Такая. 8. Одну 8 и одну как типа чебурек. Я видел, так делают сладкие печенушки простые, деревенские. Просто вот этот круг, блин, который внутрь кладут сахар и сгибают как чебурек. Так, тоже очень вкусно. Это делаем Сереже. Такое. Да? Да. Я забыла. Песок надо окунуть еще в эту печку. Валяем все в сахарном песке. Для меня вкусняшку сам комментирую, друзья. О, такой блинчик раскатала Маша. Посередке сахарный песок. Ну, как чебурек, только с сахаром. Вот, смотрите. Раз. О.
такой чебурек. И аккуратненько обрежем. Вот так. Тоже на противень. С сахаром и на противень. О. Ну, для меня там, вот видите, 2 восьмерочки такие. Это спецзаказ для меня. И вот такой один чебурек. И это крайний уже. Крайняя печенушка уже такая. Самую крайнюю заканчиваем. И также скручиваем в жгутик. И делаем вот такую улитку. Закрепляем здесь. И в сахарный песок. Я заметил с одной стороны. Да. Вот. И все, готово. У нас духовка тоже уже готова. Значит, мы отправляем в духовку на 15 минут. У нас 180 градусов. Совсем быстро, друзья. 15 минут. Отправляем 15 минут. Все, ждем. Мы сначала включили на 180. Значит, отправили выпечку на 180 градусов. 10 минут примерно у нас там в духовке было. И я потом немножко до 200 градусов подняла. Потому что на 180 градусов это пироги пекут ведь так на 180 градусов. А для печенья нужно чуть побольше жару, чтобы разрумянился. А тогда высохнет, если подольше будешь держать. Вот, и, значит, до 200 я добавила. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Как что. Ну, вот, значит, готово. Ну, немножко там сахар убежал. Угу. Все готово. Снизу и сверху все румяное. Сахар, да, сахар немножко, значит, растаял. Сейчас потом попробуем чай пить. Вот такой румяненький, естественный цвет. Все красивенько. А в доме, друзья, такой прекрасный аромат. Это мой чебурек. И здесь еще такой калачик, тоже мой. Ну, по заказу именно. Специальный заказ такой. О, смотрите. И чебурек. И вот здесь, смотрите, какая улиточка такая. Красивенькая. Пробуем, Да, что испекли. чаепитие у нас. Я думал, ты разломаешь. Угу. Приблизитель камеры. Ну как? Угу. Нормальная Вкусно. печенушка, да? Угу. Но она сейчас горячая еще, надо желательно его подождать. Но все равно. Я вот люблю выпечку домашнюю, люблю, чтобы она горячая была. Ну как, вкусненько, нет? А мне кусочек дай с моего, это самое, калачика, с восьмерочки такого. Нет, ты чуть-чуть. Сломай чуть-чуть кусочек. Ложка. Он горячий, потому что. Угу. Я уже на камеру сегодня не буду. Тоже. М-м. Замечательный вкус. Отличная печенушка для чая. Очень быстро делается. Рецепт такой простой.
Вот. Ну и можно приготовить очень быстро что-нибудь да к чаю. Рецепт, друзья, постараюсь написать. Сейчас у Марии Олеговны возьму я этот рецепт и запишу под описание. Я вот соль не добавила. Чуть-чуть щепотку соли, да. Обязательно добавьте соль. Все равно вот почему-то я, не знаю, забыла, может, в рецептах соль вот не пишут, а почему-то все равно надо, немножко соли все равно надо добавить, я так думаю. Ну, кому как, конечно, но здесь вот соли нету. А надо бы немножечко. Мгм. Ну вот, Маша пьет чай с вкусняшками, которые она приготовила и себе, и мне. А что я хочу посоветовать? Я посоветую, друзья, готовьте такие вкусняшки себе, детям, внукам, внучкам. У нас дети уже взрослые, раздельно живем уже, а внуков, внучек пока еще нету. И получается, что для самих себя готовим. Но Сладкие такие, вкусные. это очень вкусно. И еще немножко, пару слов скажу на коми языке нашим коми зрителям. Талон мы йортяс пожалуем зевчески пожас, лоптачем пожас. И вот чаен, Маша пощ юмо чаен юе, чое юе чески тор. Ага. И ставнедли Небед, петкедлам рюшкид. митая зевчески тор и пожале, воче пожале, мянмоз, и чес машетая чески торнас. На Джулианика пукты что сол обязательно. Чисто пьес. У нас уже такая, начинаем традицию говорить немножко в конце фильма по коми, чтобы хоть пару слов сказать нашим зрителям из Комы, и которые живут в других государствах далеко или, например, в других городах в России, чтобы Коми язык свой не забывали и вспоминали. Так. Так, с ческой. Все вкусно. Ну, всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Всем пока, друзья. Всем пока. И готовьте, как мы, готовьте лучше нас. Встречайте новые рассветы, добрые рассветы, такими печенушками, деревенскими, простыми печенушками, сладкими, вкусными. И чтобы день, каждый день после рассвета был такой же вкусный, приятный, добрый. Все. Всем пока. Пока.